Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Продолжает расти число заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Более 30 столичных школ работают в смешанном формате. В Мегино-Кангаласском районе торжественно открыли сразу 2 детских сада. Мифы и история якутского севера. Как поморы, жившие в европейской части русского севера, оказались за Уралом в Сибири и добрались до берегов Индигирки. «50 лесных пожаров продолжают действовать на территории республики, из них тушат 15. Об этом на брифинге оперштаба сообщил первый зампред правительства региона Дмитрий Садовников. За последние сутки удалось локализовать 4 очага, 16 ликвидировано, обнаружены еще 3 возгорания. Борьбу с огнем ведут более 470 человек и 76 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики на сутки привлекались 9 воздушных судов. Пожары тушатся в 9 районах республики. Это Татинский, Усмайский, Чурапчинский, Усалданский, Горный, Вилюйский, Нюрбинский, Намский и Амгинский район. Приближенных и угрожающих населенным пунктам объекта экономики пожаров нет. Теперь к эпидобстановке. 163 человека заразились коронавирусом в Якутии за сутки, сообщает оперштаб. Из них в Якутске 93 случая. В Среднеколымском районе 12, в Татинском 11, в Сунтарском 6 заражений. Еще 4 человека заболели в Алданском районе, по 3 в Вилюйском, Мирнинском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском. Еще в 18 районах заболели по 1-2 человека. Из-за превышения порогов заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями более 30 столичных школ работают в смешанном формате. 19 школ города учатся очно, а 34 школы в смешанном режиме из-за коронавируса и ОРВИ, рассказал начальник управления образования Якутска Алексей Семенов. В соцсетях и мессенджерах распространилось сообщение о том, что 17-я школа полностью переходит на дистанционную форму. В управлении образования опровергли данную информацию. Что касается высших учебных заведений, то Миноборнауки России не планирует переводить российские вузы на дистанционный формат обучения. Все вузы в новом учебном году начали работу в очном формате. Ранее министерство утвердило рекомендации подведомственным вузам, в которых посчитало целесообразным перевести на удаленное обучение студентов, не прошедших вакцинацию. Позднее министр науки и высшего образования призвал вузы обеспечить равные права привившимся и невакцинированным от COVID-19 студентам. Якутия готова к выборам. В Центр избиркоме рассказали о готовности региональной избирательной комиссии к голосованию. Ключевое внимание уделено санитарным мерам. Это в первую очередь средства индивидуальной защиты. Маску, перчатки и ручку будут выдавать каждому избирателю. На входе измерят температуру тела, на каждом участке разместят санитайзеры. На полу специальная разметка для обозначения необходимой санитарной нормы. На сегодняшний день привито более 75% состава участковых, территориальных и центральной избирательных комиссий. Однако безопасность заключается не только в медицинском плане, но и в вопросах сохранения всей избирательной документации. Для этого будет осуществлено на всех избирательных участках либо видеонаблюдение, либо фиксация видеонаблюдения. Ну и один из серьезных моментов, то, что во всех участках будут работать наши правоохранительные органы. Они приступят уже к тому, чтобы охранять всю нашу документацию с 15 числа. То есть, уважаемые товарищи, наши выборы состоятся реально, никаких нарушений не будет. Ваша задача прийти и проголосовать за достойного кандидата в депутаты Государственной Думы и за ту партию, которую вы выберете. В Тампонской центральной районной больнице все готово к открытию долгожданного кабинета компьютерной томографии. Это стало возможно благодаря поступлению нового оборудования по нацпроекту «Здоровье». Завершены пусконаладочные работы нового кабинета, на ремонт помещений. Средства, это свыше 5,5 миллионов рублей, выделила компания «Полиметалл». Сейчас Тампонская ЦРБ имеет первый уровень оказания медицинской помощи. Наличие компьютерного томографа позволит больнице перейти на более высокий уровень в будущем. Открытие кабинета компьютерного томографа для нас очень важное событие. Да? Получается, у нас к этому мы хотим приурочить также открытие Центра амбулаторной онкологической помощи.
И также будет улучшена диагностика при таких патологиях, как острое нарушение мозгового кровообращения, инсульты, да? Более точная диагностика, интерпретация анализов и так далее. В селе Намцы в торжественной обстановке забили первую сваю нового здания Дома престарелых и инвалидов. В мероприятии приняли участие глава Якутии А.С. Николаев, спикер Госсобрания Илтумен Алексей Еремеев, вице-премьер правительства региона Ольга Балабкина, министр труда и соцразвития Елена Волкова. Выступая перед собравшимися, глава региона отметил, что качество жизни пожилых людей должно быть всегда на высоком уровне. Дом-интернат в селе Намцы был создан в 1994 году. Сегодня там проживает 30 человек из 8 улусов и города Якутска. Новый объект построят по нацпроекту «Демография». На его строительство потратят порядка 560 миллионов федеральных средств. Безусловно, республика у нас растет, жизнь меняется, и уже не только в городах, но и в районных центрах мы чувствуем потребность, возросшую потребность именно в наличии таких объектов, где уже в современных условиях, в хороших условиях, под присмотром могут жить наши старшее поколение. Таких хороших каменных зданий у нас в районах республики для престарелых людей, для людей-инвалидов, к сожалению, не так много. Они у нас в основном раньше были только в городе Якутске. И сейчас в рамках национального проекта «Демография» нашего президента Владимира Владимировича Путина мы сейчас работу такую проводим. И республика одна из таких передовых на Дальнем Востоке по строительству таких объектов. Увеличилась на 3000 численность маточного поголовья в республике. Этому способствовал новый механизм поддержки личных подсобных хозяйств. Так, 9000 ЛПХ региона получили по 35 тысяч рублей на каждую дойную корову. На эти цели из бюджета республики направлено 1 миллиард 250 миллионов рублей. Эти средства пойдут на содержание 35 тысяч коров. Благодаря этой финансовой поддержке личные подсобные хозяйства закупили сено, приобрели сельхозтехнику, построили и отремонтировали коровники. По 35 тысяч мы получили сразу, тогда уже запланировали, что покупать надо сено, потому что на сено идет очень много денег. Поэтому очень обрадовались. И комбикорм покупаем уже побольше. Все прививки, все эти услуги ветеринарные уже безболезненно все обходится в связи с тем, что поступила помощь. По итогам полугодия сейчас еще будем донаправить средства. Это где-то 25 миллионов рублей. Более 5000 коров перевалилось по всей республике. И направим, где-то после корректировки принятия бюджета, это где-то конец ноября деньги люди получат. Эффективность дает эта программа, скажем, потому что на 1 августа у нас увеличено поголовье коров по всей республике на 3000 голов. Верховный суд России запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. В разъяснении указано, что алименты на счетах блокировать нельзя, а возможность снять их у человека должна быть в любое время, несмотря на долги. Алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга, констатировали в Верховном суде. Возвращаемся в Якутию. В селе Тюнгюлю и поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса открыли новые детские сады. В селе Тюнгюлю на 140 мест новый сад «Олимпионик» и на 240 мест в поселке Нижний Бестях детсад «Сказка». Новые здания гостеприимно приняли малышей. Работники дошкольного образования ждали этого момента более 5 лет. Работников детских садов наградили за многолетний успешный труд и поздравили с новосельем. У нас очень здесь просторно, уютно, красиво. Для детей отдельные музыкальные залы, физкультурные залы, компьютерный класс, кабинет психолога, кабинет логопеда, отдельно прививочные кабинеты, отдельно кабинеты гигиениста. У нас всегда рады приветствовать наших малышей. И очень хотим, чтобы они росли здоровыми, красивыми, умными детьми. В Якутии отмечают 115-летие Дмитрия Кононовича Сивцева Суарона Маллона. Сегодня пройдет вечер памяти и будет организована книжная выставка к юбилею якутского писателя и драматурга. На выставке представят фотографии и издания, рассказывающие о жизни и творческой деятельности писателя. Также посетителей ждут книги с произведениями на специальных форматах, шрифтом Брайля, укрупненным шрифтом и аудиокниги.
Также сегодня вечером в Большом зале Якутской духовной семинарии состоится вечер памяти народного писателя Якутии, заслуженного деятеля искусств Дмитрия Сивцева-Суаруну-Малона. Мифы и история якутского севера – эти темы стали главными во время медиа-моста, посвященного амбициозному проекту «Русское устье. Северный путь». Его задача – выяснить, как поморы, жившие в европейской части русского севера, оказались за Уралом, в Сибири и добрались до берегов Индигирки. И могли ли средневековые моряки покорить ледовитый океан? Подробности у нашего СОПКОРа в Москве Максима Кардозу. Это Архангельский док. Сердце проекта «Русское устье. Северный путь». Здесь строят старинный корабль «Коч» по средневековым чертежам. По планам энтузиасты должны отправиться на нем вдоль берега Ледовитого океана, от Белого моря до Якутии. Это традиционные поморские суда, которые ходили в Западной Арктике и далее по всему Северному морскому пути, начиная с XIV века. Строились они у нас на Поморье, и по мере продвижения промышленного люда дальше строились в Якутске, в Охотске и далее на восток. Считается, что именно на таких судах в XVI веке новгородцы добрались до территории современной Якутии и основали поселение Русское устье. Собрать воедино доказательства этой теории попытались эксперты из разных городов России во время медиа-моста. Конференция, которая прошла, я думаю, будет интересна всем, кто изучает историю Севера, кто изучает историю освоения Арктики и хочет понять ту роль, которую сыграли наши предки, поморы, в том, чтобы северные арктические территории оказались в составе нашей великой, замечательной страны России. По легенде, новгородцы спасались от тирании Ивана Грозного и уплывали все дальше на восток. Ученые приводят разные доказательства этой теории. Например, традиции и говор русскоустинцев. Также многие из них ставят у домов корабельные мачты. Это отсылка к древним обычаям. Сегодня их никто не понимает, но вполне возможно, первые переселенцы разбирали свои корабли-кочи и строили из них жилища. Самые старые могилы, находящиеся далеко от реки Индигирки и Елони, их кресты сделаны из обшивки, потому что они в сечении образуют трапециевидную форму. Вот это вот один из моментов, косвенно доказывающий о том, что там кочи были. Медиамост – это часть большого проекта, который посвящен прошлому и настоящему русского севера и его первопроходцам. В скором времени его организаторы обещают презентовать документальный фильм о строительстве Коча. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. На этом выпуск подошел к концу. Продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.